И добрый вечер, дорогие телезрители. Снова, как всегда, по понедельникам 19:30 вы, включив свои телевизионные приемники, попадаете на каналы НВК Саха и на будничный Суперпрайм не пропустите главное. С вами Дмитрий Аргунов и тема на сегодня. Тема, честно скажу, стояла в плановом порядке, поскольку было известно, что в конце января Государственная автоинспекция делает отчет проделанной работы за 2015 год. И хотел бы в связи с этим еще напомнить, что 2016 год для Российской госавтоинспекции является юбилейным. В 1936 году было создано именно как отдельное структурное подразделение Государственная автоинспекция. И на самом деле людей волнует безопасность дорожного движения, безопасность общественного транспорта. И об этом, и не только, мы сегодня поговорим с нашей, такой крепкой, солидной мужской компанией. Мы начинаем. И у нас есть такое обыкновение утром делать такой установочный эфир, как установочную сессию для студентов. Да? Лев Владимирович, заместитель начальника управления ГИБДД, у меня сегодня был в гостях в студии на радио Саха, где мы четко и последовательно, скажем так, осветили ряд вопросов, которые должны были быть обсуждены сегодня на расширенном, скажем так, заседании. Чуть было не сказал коллеги, да, какой-то. Ну, получается так. В общем, есть итоги, есть цифры за 2015 год. Для обычного человека есть ли чему радоваться в этих ваших цифрах? Ну, Дмитрий, я думаю, что все-таки, как смотря подойти к этому, есть радоваться смысл или нет. Но я могу что сказать, что, во-первых, в соответствии с законодательством, я повторяю, что утром говорил, значит, Государственная автомобильная инспекция проводилась и проводится плановые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Республики Саха-Якутия в соответствии с федеральным законодательством, с нормативно-правовыми актами. Выполняя все надзорные функции, мы пришли по итогам 2015 года снижения по всем основным показателям. Это 7%, 16% и 6,2%. Это значит, первая цифра – это количество дорожно-транспортных происшествий. Вот эти 7%, да? Да, 7% снижения. В общей сложности у нас получилось 994 ДТП зарегистрировано на территории республики. Это по итогам 2015 года. По погибшим у нас, к сожалению, 117 человек погибли. По последствиям дорожно-транспортных происшествий 1239 получили увечек, травмы различной степени тяжести. Здесь что хочу отметить. Но, несмотря на это, следует отметить и тот факт, что количество выявленных правонарушений и нарушений правил дорожного движения на территории республики возросло и составляет по итогам года порядка более 300 тысяч административных правонарушений, в том числе самых основной наш больной показатель – это, конечно, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Могу озвучить такие цифры, что на территории республики по итогам 2015 года, значит, сотрудниками госавтоинспекции задержано, составлено административных материалов более чем на 10 тысяч водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Значит, это цифра идет в плюсе по сравнению, значит, с аналогичным периодом, что, конечно, нас беспокоит. Несмотря на то, что в 2015 году изменения и законодательных актов были, ужесточающих этот вопрос со стороны федеральных органов, усиление работы госавтоинспекции по данному виду правонарушения и профилактики. Тем не менее, все-таки мы имеем повторников, таких называемых, которые по статье 264 с пунктом 1, это более 500 задержаний за повторное управление лица, будущего лишенным прав. И 442 по итогам года у нас рассмотрение судебных органов по данному виду правонарушений со стороны. Ну, приняты решения различные, штрафы, есть и прекращение по данному деянию. Это рассматривает суд и принимает решение. Также есть реальные сроки условные.
в общем-то, эффект, конечно, ожидаемый, к сожалению, не получился, но тем не менее факты такие грубейших нарушений правил дорожного движения есть. Продолжается также у нас и совершение дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения, так как юридическими лицами, так и физическими лицами, которые владельцы транспортных средств. Ну, и об этих дорожно-транспортных происшествиях постоянно, значит, службой госавтоинспекции, нашей информационной службы, пресс-службы, службы пропаганды, также посредством СМИ, с помощью вашей тоже программы мы неоднократно поднимали этот вопрос. Информация для населения идет, но тем не менее имеем такой факт. У нас количество погибших по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения практически выросло в 2 раза. Лев Владимирович, вот Да. тут такая коллизия, да? А с другой стороны, органы, которые отвечают за оборот алкогольного рынка, да, они тоже ссылаются на статистику, говорят, пить стали меньше, и т.д. и т.п. Да? Ну, однако... У вас как врачи, вот что статистика- врачи, что да, статистика вещь неумолимая. Статистика, от этой статистики никуда не уйдешь. Тут уже факт задержания в состоянии алкогольного опьянения мы ежесуточно фиксируем. И оформление административных материалов, так же как и ежесуточное рассмотрение в судебных органах данного административного правонарушения. И мне кажется, что все-таки и некоторых СМИ, я так вот думаю, что некоторые думают, что мы вроде как больше выявлять стали, но, извините, система обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе работа дорожно-патрульной службы, она основана на выявлении грубых нарушений. Иначе, значит, нам количество дорожно-транспортных происшествий не удержать. Ну, сама цифра 10 тысяч водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения, это потенциальные преступники, это безопасность и пешеходов, и их самих, и тут, по-моему, логика понятна. Поэтому то, что предотвращено, то предотвращено. Но то, что люди не понимают, ну, тоже есть такой факт. Раз повторное управление есть, состояние алкогольного опьянения, значит, люди не понимают этот вопрос. И начинается, значит, по новой все оформление, прочее, судебные все разбирательства, административные аресты, задержание транспортного средства, целый цепь правонарушений, которые предусмотрены законодательством. К слову о законе. Некоторые источники говорили, что, ну, утверждали, что на уровне Федерации будет рассматриваться закон о конфискации транспортных средств, которые... Я могу сказать вам, что да, действительно... Вы поддерживаете вообще такое? Я, как сотрудник госавтоинспекции, я считаю, поддерживаю этот вопрос, но все-таки должен быть механизм этого всего отработан юридически. Ему принадлежит имущество, не ему принадлежит, принесет это какой-то ущерб и прочее. И будет ли это повлиять, здесь тоже нужно подойти к этому, как не то что творчески, даже научно, будет ли это в масштабах нашей страны конфискация реально. Но хотя во многих странах, и европейских странах, есть такой вариант. Это конфисковывает и, значит, реализовывает это транспортное средство в доход государства и прочее. Но там вариантов очень много пишут и рассматривается этот вопрос. Но пока у нас никаких правовых актов и проектов даже по этому направлению я, например, лично не готов ответить, я не слышал и не видел. Но как офицер вы поддерживаете? Я, конечно, поддерживаю. Но Давайте есть... звонок примем, может, по этому поводу человек Может. спрашивает. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу программу, да, у меня возник такой вопрос. Я работаю на дорожно-транспортном средстве более 2,5 тонны на грейдере. Я делаю дороги. Вот, например, отрезок дороги, например, да, от Лермонтова до Петровского. Почему ДПС не может перекрыть? Мы вставляем знаки, например, объезжайте эту дорогу или 20 км в час езжайте. А обычно водители, они едут ночью, мы обычно ночью работаем. Едут и под грейдер лезут, и потом еще ругают на нас всякие выявления, вот эти нецензурные, там всякие вот эти. Поняли вас. То есть каждому грейдеру давайте представим дорожного автоинспектора, пускай он следит, чтобы машины более-менее прилично себя вели. Да, вот, чтобы нам не мешали работать. Мы иногда не выполняем вот свои обязанности, получается, из-за этого инцидента.
Ну, разрешите, отвечу. Да, Ну, конечно. я понимаю, что вопрос у вас понятен, спасибо. Дело общее, кстати. Дело общее, в общем-то. И тем более, что у нас уборка улиц в ночное время. Но я считаю, что на соблюдение дорожных знаков мы будем нацеливать и контроль со стороны дорожно-патрульной службы. Однако представить каждому грейдеру инспектора, ну это нонсенс. Такого, конечно, мы не можем сделать. Но контроль усилим за этим, по этому вопросу. Особенно ночной смены ДПС. Как в утреннем эфире Лев Владимирович четко заметил, каждому бомбили не приставишь автоинспектора, чтобы даже режим сна. Хорошо, пока не будем касаться вот этих тонкостей, мы во второй и третьей части их обсудим. Хотел бы еще касаемо нововведений, которые с 1 января 2016 года действуют Ну, и в административном, и да, значит, других. ну, вы знаете, что у нас два таких основных момента изменения федерального законодательства. Это в первую очередь, это значит с 1 января у нас 50% скидка. Значит, но 50% скидка, она... Я не представляю вообще. Ну, как не Ну, штраф представляю? это и есть штраф. Значит, штраф, но скидка предусмотрена федеральным законодательством, система начала работать. Хочу объяснить всем, что с момента вынесения постановления дается 20 дней на оплату. В данном случае, если уплатил за эти 20 дней, ну, так образно говорить, значит, тогда можешь внести в бюджет 50% вынесенного постановления. Здесь не попадает, хочу сразу объяснить, те, которые получают позже по фотофиксации. Значит, законодатель это не предусмотрел, поэтому никаких вопросов нет, что я там позже получил, что мне вынесено постановление, позже я его получил в руки, нет. Именно этот разрыв. Это раз. Потом, значит, хочу заметить, никаких причин уважительный, там болел, не получал, законодатель это не предусмотрел. Четко написано. С момента вынесения постановления. Значит, здесь только могу порекомендовать. Сейчас у нас система административной практики госавтоинспекции работает в полном объеме. Значит, ежесуточный ввод административных материалов в федеральную базу вводится. Все там фиксируется, вынесенное постановление, принятие каких-то административных мер. Пользуйтесь сайтом ГИБДД. Значит, есть система, начала работать уже после внесения, это отправление СМС, сообщений на ваш телефон. Значит, это единственное, что я могу порекомендовать. Отсрочек по 50% нету. Ну и второе, раз уж, извините, мы уже затронули этот вопрос, я уж, разрешите, докончу. И второе, конечно, в связи с неуплатой штрафов, значит, дано право судебным приставам выносить постановление об ограничении действия водительского удостоверения. Они выносят постановление, вводится в базу данных, то есть юридическая значимость удостоверения утрачивается временно, то есть ограничение движения специального права управлять транспортным средством. В данном случае при выявлении инспектором после сверки с базы данных, что лицо управляет и не принимает никаких мер погашения долгов по штрафам, составляется административный материал по статье 17-17 Кодекса административных правонарушений, направляется в суд, а судья уже рассматривает этот вопрос, либо, значит, до 50 часов у нас там предусмотрено принудительных работ, либо, значит, лишение прав до года. Ну, судья может вынести. Выбирать в любом случае нарушителя. В любом, да, в любом Давайте случае. звонок еще примем. Говорите. Алло. Да. Здравствуйте. И у меня вот такой вопрос. Вот у нас много говорится о наказании, обо всем. А вот есть какие-то поощрительные меры? Вот у меня, допустим, водительский стаж 32 года. Я дисциплинированный водитель. Штрафы там, по-моему, вообще были минимальные. Вот, там, по-моему, 1 или 2 раза за 3 года. Есть какие-то системы поощрения вот таких водителей, допустим? Интересный вопрос. Спасибо. Да. Вопрос интересный, конечно. Потому что... Я вас понял. Ну, Да. поощрительная система, на мой взгляд, тут это обязанность гражданина выполнять и соблюдать правила дорожного движения. Но могу сказать, что если вы являетесь дисциплинированным водителем, могу вам рекомендовать обратиться в госавтоинспекцию и оказывать помощь в качестве дружинника, в качестве поощрительного. Значит, мы можем поощрить вас примером и прочее, привлечь
по надзору за Мы движением. дадим вам парабеллум, Да, мы хочет дадим вам сказать парабеллум, да. Лев Владимирович. Но, по крайней мере, я считаю, что если человек действительно дисциплинированный, шутки, конечно, шутками, дисциплинированный во всех отношениях, является примером по соблюдению правил дорожного движения, имеет большой опыт водительского как стажа, так и личной дисциплины во всех отношениях. Почему бы его не поощрить, пожалуйста? Системы такой нет, но я думаю, что можно подумать, как это сделать. А давайте отделу вашей пропаганды посоветуем провести Да, конкурс ну, такой для водителей. Да? Почему нет? Мы проводим конкурсы, мы проводим профилактические мероприятия. Давайте сделаем, я не возражаю. Да, Спасибо за звонок. я принял. выявим самого дисциплинированного водителя, который Ну, на решении естественно. какого-то конкурса там, и так далее. И Да, так далее. давайте- А там чисто дело проверочное. Да. Проходит, не проходит, стаж сколько там и так далее. Давайте подумаем, спасибо. Хорошая тема. Да, и на чем мы остановились? На том, что пристава имеют право, скажем так, уже Делать ограничения. ограничение действия водительского удостоверения. Да. В случае... Кстати, вот в связи с этим органам автоинспекции нередко бывают такие претензии. Вы лишили нас прав там и так далее, и так далее. Ну что вы, нет. Не в полной мере справедливо. Лишает суд большей Значит, части. Да? мы фиксируем, будем говорить, юридический факт нарушения. Значит, нарушение правил дорожного движения, причем составление административных материалов и освидетельствование и прочее, 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 прочее. И все, окончательное решение принимает судья во всех отношениях. И ограничение по действию водительского удостоверения возложено тоже не на нас, это служба судебных приставов. Ограничивает действие водительского удостоверения. Ну, также ошибочно, наверное, вот я часто наблюдаю за ходом, ну, не сказал бы, что это общественное мнение, да, а обсуждение вот на различного рода интернет-источниках, да, тех или иных резонансных дел. То есть люди тоже напрямую ассоциируют степень наказания, которую понес тот или иной участник ДТП, виновник ДТП может быть, да, напрямую с органами дорожного движения, безопасности. Да. То есть это же тоже, в принципе, не... Это решение по расследованию дорожно-транспортных происшествий, это следственные органы. Решение принимает судья. Вот по резонансным, скажем так, делам, ну, за последний квартал, скажем так, если посмотреть, да, это, конечно, прежде всего вот тот момент, который, ну, как корпоративную, может быть, солидарность я проявлю по Кирова-Лермонтова. Ну, Кирова-Лермонтов, ДТП, я помню это, Да. я могу вам что сказать. Я комментарий давать никаких не могу. Есть следователь, есть органы, которые этим занимаются. Значит, какое решение будет, это уже там экспертиза и прочее, прочее, прочее. Поэтому тут я комментировать. Да, и думаю, что никто не будет комментировать, пока не... Только суд может. Вот тут мы Определить. плавненько переходим к одной из тоже основных тем, да, повышение безопасности пассажирских перевозок. Насколько я знаю, на Кирова и на Лермонтова был замешан еще и участник, скажем так, на маршрутном автобусе. На да. маршрутном Да. автобусе. Ну, могу сказать, что эта тема, конечно, острая тоже. Пассажирские перевозки, она острая во всех отношениях, и не только именно по факту этого нарушения. К сожалению, у нас при перевозке пассажиров, в том числе и детей, у нас продолжается. Имеются факты и управления транспортом, автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Это вопиющие факты. Значит, ну, более подробно Василий Николаевич остановится. Я могу сказать, совершенно недавно, в январе месяце, у нас нетрезвый водитель с Унтара вез детей, был задержан. Это тоже факт. Это Причем, нонсенс вообще. Да, какой. это вообще, причем в салоне находились представители школы, которые все это видели, но, вот, к сожалению, не пресекли сотрудники госавтоинспекции, задержали. Но помимо этого у нас с автобусными перевозками, в общем, контроль у нас идет. Несмотря все-таки на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, это факт, то, что связано с автобусом. Знаете, что неизбежно, ровно как и наказание за нарушение правил дорожного движения? Что? Реклама на канале Реклама на Саха. канале. Да. Хорошо, спасибо.
И мы продолжаем программу «Не пропустите главное». Это не бенефис Льва Владимировича Рабиновича. Сегодня программа, посвященная общим мерам повышения безопасности дорожного движения. Просто я хотел бы попросить Айсена Ильича и других офицеров нарушить, может быть, субординацию, хотя у них так принято, когда говорит старший по званию, младший по званию как бы. Но, тем не менее, телефонный звонок давайте для начала примем. Мы работаем в прямом эфире, задавайте. Возможности такое задать сотрудникам ГИБДД по интересующим вас вопросам прямые вопросы и прямые ответы получить у вас. Вот она. Говорите. Здравствуйте. Вот у меня такой вот вопрос. У меня была ранее своя таксомоторная служба. Я сдавал транспортные средства. Мне по камерам видеофиксации пришло очень много штрафов, да? А вот этих вот водителей, которым я ранее сдавал машину в аренду, я найти не могу. Вот как мне быть в такой ситуации? Так, ну, разрешите, я слово предоставлю Гермогену Марковичу. Да. Да, начальнику центра фотофиксации. Такая проблема на сегодняшний день есть, да, действительно очень много людей обращается, что в момент фиксации, фото-видеофиксации, да, правонарушения, и за рулем находились другие люди, да. Получается, здесь все очень просто. Человек может обратиться в наш адрес госавтоинспекцию, написать заявление, предложив все необходимые документы. Это, то есть, договор купли-продажи, да, например, я здесь уже в общем, наверное, скажу, это договор купли-продажи, да, договор аренды транспортного средства, да, и страховой полис. Так как при доверии, да, обязательно человек должен быть вписан в страховом полисе. Все это прикладывается, объяснение, также можно приложить объяснение гражданина, который управлял транспортным средством, что он, да, действительно управлял в этот момент. Так его не нашли. Ну, здесь Их, уже вернее, у него при аренде есть договор аренды, юридический документ, который подтверждает, да, действительно, что Период с такого-то по да, такого-то. управлял другой человек. Все эти документы прикладываются, потом уже рассматривается, если доказательная база собрана, уже получается в отношениях собственника транспортного средства прекращается и возбуждается в отношении того. Исчерпывающий, я бы сказал, ответ. И все-таки очень много нареканий, опять же, на интернет-форумах и так далее, вызывает деятельность общественного транспорта. Представителя Союза авто мы не зря сегодня как бы пригласили тоже в студию наравне с офицерами. Что делается в самом некоммерческой организации для повышения, ну не знаю, дисциплины, может быть, водителей? Вообще какие меры делаются, которые, может быть, параллельно с ГИБДД, опять же, подействуют на повышение безопасности? Стукаться о поручни, согласитесь, не из приятных. Не, ну мы же как бы находимся на дороге тоже не одни, как бы тут разные люди ездят на машинах тоже, как бы, и, как правило, автобус тоже должен, у нас дорожная сеть как бы тоже желает оставлять лучшего, так скажем, в городе. И как бы, соответственно, поток тоже транспорта очень большой, поэтому тут, я не знаю, вот в Москве ездишь в метро же, там тоже все дергается, ездят там на автобусах, ну это же как бы тоже. Ну а в плане безопасности мы очень в прошлом году тесно отработали с органами ГИБДД, тоже как бы все штрафы, все как бы у нас идет, так скажем, почти как в онлайн-режиме. Тоже все вот нарушения ПДД по водителям, ну, в этом плане вот как бы это отрабатываем. То есть, с одной стороны, инспекция, скажем так, ласкает ваших водителей, с другой стороны, вы требуете от них лучшей дисциплины на дороге и так далее. Так далее. Есть такое, да? Опять же, возвращаясь к тому одному из резонансных дел. Может, в WhatsApp гуляет такое, что тот же водитель, который был замешан в ДТП на Кирова-Лермонтова, потом был повторно участвовал в 2 ДТП. Что с этим водителем? Прямой ответ. С этим водителем, ну, насколько я знаю, он уволен, по-моему. Вот просто я как бы недавно в должность вступил, так скажем, и этот инцидент не при мне произошел. Но он уволен, насколько я знаю. Что делать с теми претендентами на работу в качестве водителей маршрутных автобусов, которые, ну, имеют на руках водительские удостоверения сопредельных стран? Еще раз. Вот регламент. Ну, иностранного государства, Киргизии, допустим, или Узбекистана, права водительские. Ну, они сегодня, насколько я знаю, имеют право работать по закону же. В смысле, мы-то не, у нас нет такого права, допустим. Никакого ограничения в этом деле нету. Тут могут вмешаться еще и товарищи офицеры. То есть я приезжаю там, скажем, на заработки с какой-то сопредельной страны, абсолютно спокойно и
не картошку же возить, а людей. Ну, вопрос-то в чем, как бы, я вот не С совсем правами, понимаю. вот какая-нибудь вообще Процедура проверки. перепроверки, подтверждения и так далее. Вот такого вообще нету. Да? Нет, но как бы они приходят, документы, то они в любом случае, они, вот каждый год они сдают справки, как бы, вот когда вы при приеме на работу, вы имеете в виду? Да. Ну, у нас как бы закон не ограничивает их, как какие-то, я не знаю, там, Слушайте, ну, проверки. Ладно, я понимаю, вы законники, да, но когда, скажем так, автобусики Не, ну, начинают не, ну, ссылаться на пришел к закон, нам- это какая-то тенденция, однако. Нет, ну пришел к нам водитель, я же не могу тоже человека взять, как бы из-за того, что он имеет иностранные права, как говорится, как бы это, ограничить его в чем-то. Ага. А У меня же орган- нет такого права. Смотрите, ведь ситуация такая, вот этот водитель с правами другого государства попал, ну, как тот же водитель, в серию ДТП, да, вы можете запросить у своих коллег, каким путем были получены эти права? А почему нет? Можем запросить. Можете запрашивать. Да. А делать это при приеме на работу? Но это право работодателя проверять, не проверять, если он решил, то Нет, ну, у нас были случаи, как бы, но Союз Авто этим не занимается вообще, как бы у нас и работает 18 ОШек, и там индивидуальные предприниматели. Как бы, ну, были случаи, которые проверяют, да, действительно, как бы. То есть среди владельцев маршрутов есть такие добросовестные, Ну, которые... как бы историю сейчас по каждому водителю, грубо говоря, да, так скажем, у нас предприниматели тоже неопытные, запрашивать тоже как бы вот эти инстанции, органы, особо-то ответа долго ждать. Человек пришел на работу, он хочет работать, принимать на работу, как бы он приходит. Ну, а так вот, они же все равно как бы вот приходят все на работу, грубо говоря, там вот приехал человек с какого-то, он там тоже вот сейчас WhatsApp, вот это вот все социальные сети, грубо, ну, так скажем, распространенные же, как бы сказал, что вот здесь приезжают. Но все равно как бы у этих людей там путем тоже как бы, как сказать, спрашиваешь там, вот был ли тот водитель там у себя работал на родине, как там, кого, чего там. То есть на словах буквально. Да, Ну, это на такое? словах, да. Ну, а запросы официальные, как бы, ну, редко, но были. Но в основном, как бы, там тоже, я не знаю, вот, И тут- верить, как бы, вот, Нет, я ни в чем не обвиняю, не призываю вот, Не, я- ужесточить. Но, хотя надо было, да, в некоторых моментах и так далее, и так далее. А тут встает вопрос подготовки водительского, скажем так, состава, да, особенностей для пассажирских перевозок. Да. Вот здесь вот остро встает вопрос, скажем так, подготовки водителей. Ну, давайте. Ну, вас что интересует конкретно? В общем, Да в целом, да. ну, в целом, ну, обратите внимание, что при подготовке водителя сейчас, в принципе, ведется статистика стажем до года, до 3 лет, ну, участие в дорожно-транспортных происшествиях, при которых пострадали, не дай бог, погибли люди. Если брать эту статистику, то она по сравнению с прошлым годом, мы даже ее в целом по республике, она упала. То есть количество дорожно-транспортных происшествий с участием вот этих молодых водителей сократилось. Но обратите внимание на то, что сколько сейчас стало обучаться и сколько сейчас автошкол, которые готовят водителей. То есть если брать те цифры, когда были, ну там, обучалось там, скажем так, 5000, то сейчас в разы их больше стало. А по качеству обучения я бы не сказал, что сам процесс обучения Стал хуже, да? хуже. Мгм. В принципе, сейчас есть такое, что процент сдачи как бы стал хуже. Это совсем другой вопрос. Это наоборот, просто требования повысились, это да? повысились совершенно верно требования. И вот смотрите, вот эта гурьба 8000 человек выходит из автошкол, и при первом же маленьком финансовом кризисе она идет бомбить. возможно. Индрайвер, Мгм. возможно, Максим, нон-стоп и так далее, и так далее. Но То есть- есть таксомоторные легальные таксомоторные службы, и Это есть разные такие вещи. бомбилы. Это абсолютно разные вещи. Вот. Вот здесь. Давайте отделять, скажем так, помидоры от зеленых томатов, да? Красненькие от зелененьких. Насчет легальных, я понимаю, что вся эта информационная шумиха, в частности, инициирована еще и легальными службами такси, такие как городскими крупными службами метелица, там желтые такси и так далее, и так далее. Чтобы вот эта конкуренция, которая, возможно, со стороны сетевых каких-то вот этих агрегаторов и так далее, она им сильно по карману не ударяла. Да? Я понимаю, все понимаю. Но еще раз, в первых числах января уже ГИБДД объявила крестовый поход на нелегальных пассажироперевозчиков, скажем так. Да?
звучали грозные цифры. 30 тысяч штрафа, 50 тысяч штрафа и так далее. Вот здесь что? Комментарии прямые. Пока еще молчание было со стороны. Но я думаю, что Василий Николаевич, Ну, он занимается этим вопросом, пожалуйста. по Думаю, он... ужесточению санкций именно по водителям, которые занимаются незаконной перевозкой пассажиров и багажа, сейчас рассматривается в Госдуме. Да, есть вот рассматриваются такие вопросы, что очень штрафов, санкций, да, за нарушение водителей, которые занимаются нелегальным извозом. А вот водители, которые вот имеются разрешение, лицензии, которые вот легально занимаются такси, да, у них гораздо выше санкции, штрафы. Поэтому сейчас, поэтому вот те, которые вот зарегистрированы, имеют лицензии, они как бы из-за этого, можно сказать, да, уже идут на нелегальные перевозки. То есть там меньше штрафов. Поэтому Госдума сейчас тоже рассматривает вот этот вопрос об увеличении санкций именно водителям, которые вот перевозят нелегально пассажиров. Ну тут вопрос такой стоит чисто технический. Да? Должен ли сопровождать каждого автоинспектора сотрудник АБЭП для того, чтобы фиксировать незаконное предпринимательство? Я так понимаю. Лев Владимирович. Не, ну тут вы имеете в виду те мероприятия, те рейдовые мероприятия, которые мы сейчас проводили в городе Якутске. Но тут участковый принимает активное участие. Но вопрос это очень трудно доказуемый, но тем не менее мероприятия мы проводим, планы у нас есть и будем проводить. Значит, вопрос будем так ставить и в СМИ, и я думаю, что и общественные организации нас поддержат, что все-таки постепенно мы порядок в этом вопросе наведем. И водители у нас вот те бомбилы, те, значит, индрайвер, вот эти все заказные, которые через непонятные телефоны, это мое личное мнение, все-таки нужно навести порядок, особенно нас. Вопрос финансовый, это совершенно другой вопрос. Каждый вправе, за сколько я хочу, за столько я себе везу, но безопасность, она дороже. В каком состоянии транспортное средство, в каком состоянии водитель, Есть ли лицензия? Есть ли у него лицензия, платит ли он налог на это же мы же граждане, мы же обязаны это соблюдать. И планы у нас есть, и мы, ну так как вы сказали, крестовый поход, мы его не крестовый поход, а плановые мероприятия. По профилактике? Да, по профилактике пассажирских перевозок. Это в соответствии с планом, утвержденным на комиссии по безопасности дорожного движения. Это в соответствии с решением Министерства внутренних дел при поддержке нашего министра. Поэтому вопрос это такой глобальный. А так, чтобы... И все равно мы будем стараться навести. Какие службы там будут помогать? Там ОБЭП, участковый. Это уже будем смотреть. Чисто технически. Чисто технически. Но порядок все равно в этом вопросе надо наводить. Я согласен с вами. Извините, Дмитрий, еще одно слово. И то, что мы вот этими обращениями официальных такси, ну, сегодня мы проводили мероприятие по этому, плановое совещание проводили. Там у нас службы и УГАДом были, и Потребнадзор, и, значит, ОБЭП, и УФМС. Я думаю, что решение мы по этому вопросу все-таки примем какое-то, и будем наводить порядок. И безопасность дорожного движения, она выше всех. Телефонный звонок прямо сейчас. Говорите. Говорите. Добрый вечер. Да. Слышно, да? Да, слышно. У меня первый вопрос будет к Андрею Косицкому, как представителю общественного транспорта маршрутного. Я его знаю как очень хорошо как авиатор, он очень хорошо знает чисто технические проблемы, такие как больше половины наших автобусов маршрутных оборудованы газовым оборудованием, топливной системы. Почему нельзя вывести выхлопную систему газовую вертикально вверх? Это во-первых. Во многих городах это дело практикуется, так как видимость ниже минус 35 градусов из-за газа ухудшается в разы. Это во-первых. Во-вторых, многие водители маршрутных автобусов очень нагло игнорируют такие очень элементарные вещи, как сами водители сидят и курят в автобусе. И на претензии пассажиров игнорируют очень циничным образом. Третий, представителям ГИБДД.
Вопрос такой. Я очень много раз езжу по таким федеральным трассам Амга, Вилюйск и Большой Невер. Маршрутные такси, которые я пользуюсь ими, услугами маршрутного такси, автобус, микроавтобусы, особенно иномарки, корейские и УАЗики, забиты полностью. Скоростной режим на трассе, что ночью, что днем, что летом, что зимой. Видимость довольно-таки слабая, от 80 до 110 км в час. Почему на федеральных трассах не контролируется скоростной режим именно маршрутных такси? Спасибо за Хорошо. внимание. 3 довольно интересных обращения. Давайте с Андрея начнем. Давайте с меня, как бы, да. Ну, там вопрос прозвучал, как бы, почему мы не выхлопную систему. Ну, мы как бы тоже вот, к компромиссу такому пришли, как бы, да, мы одеваем, заставляем как бы и наших предпринимателей, которые занимаются автобусными перевозками, патрубок водить вниз, то есть чтобы газы. Ну, а вывод трубы, как бы, ну, это, во-первых, как бы заводом-изготовителем не предусмотрено, да, и, во-вторых, как бы это несет эксплуатационные расходы больше, то есть там удлиняется выхлопной тракт и т.д. и так далее и тому подобное. Что там касается, второй вопрос был... Культуры. Поведения. Культуры, да, но мы как бы через администрацию как бы вот работаем тоже постоянно, и у нас вот WhatsApp тоже есть, как бы вот эти, мы тоже пользуемся вот этими всеми новинками, так скажем, электронными, да. У нас среди директоров, среди как бы есть и отдел транспорта даже у них есть WhatsApp как бы напрямую, то есть мы сразу, то есть просим фотографировать пассажиров этих водителей, и мы будем какие-то, ну, меры принимать как бы к ним, к этим водителям. То есть мы и так принимаем как бы меры. Да. Как говорится, вот тут тоже говорили, мы не можем каждому поставить индивидуального предпринимателя, чтобы он ехал и с палкой его там не делает, то не делает, это тоже не можем это сделать. Не, вообще, конечно, каждому гражданину не поставишь никого. А вот насчет федеральных трасс, да, чисто технически, наверное, там какие-то стационарные, может быть, Разрешите, радары. я отвечу. Ну, во-первых, то, что вопрос, конечно, хороший. Могу сказать следующее по федеральным трассам. Ну, то, что количество дорожно-транспортных происшествий по нашим федеральным трассам, это как Лена-Колыма и Вилюй, сократилось. Идет снижение в разы. И, вы знаете, мы уже говорили не раз, и количеством сотрудников тех территориальных органов, которые расположены по этим федеральным трассам, тоже ведется контроль. Но помимо этого в постоянном режиме работает наш передвижной пост ДПС. И сейчас, на сегодняшнее время, даже на сегодняшний час он работает на той стороне. И по административным правонарушениям и, в общем-то, по снижению аварийности эти наши КАМАЗы, которые работают на основных федеральных дорогах, они свой вклад вносят. И сказать, что мы не контролируем. А сколько этих КАМАЗов? Значит, в данном случае, вот мы последние, значит, по программе при поддержке правительства республики, мы купили в декабре, приобрели еще, республика приобрела 3-й КАМАЗ. У нас получается 3 КАМАЗа. 2 которых сейчас работает, 3-й сейчас принимается в эксплуатацию. Это передвижные посты ДПС на базе КАМАЗа. Последний, который в декабре, он, помимо этого, что он основной КАМАЗ, он еще оборудован прицепом. Это, в общем-то, офицеры, сотрудники дорожно-патрульной службы. Старший назначается, составляется определенный план маршрута, оформляется, выезжает, работает вахтовым методом по 10, по 15 дней. А по техническому оснащению нашей автоинспекции, а сколько вообще автотранспортных средств задействовано в деле обеспечения безопасности дорожного Вы движения? имеете в виду, сколько выходит Патрульных машин. Патрульных машин? Да. Ну, патрульных машин у нас, если по республике, у нас получается в сутки выходит порядка 60 автомашин. По республике. Ну да. По Из них по республике. городу? Ну, из них по городу у нас получается 17. А? Да, ну 7-10 в среднем так, в зависимости от плана расстановки сил и средств, от проведения каких-то оперативных мероприятий технических. 7-10 в среднем по городу транспортных Этого, средств. мне кажется, вот даже Ну, на мой дилетантский да. взгляд, маловато. Ну, мы будет. считаем, что тоже маловато, значит, но у нас наши, как говорится, заявки все поданы, вопросы рассматриваются, но пока то, что есть, то есть. Но, тем не менее, всегда и федеральные органы нам помогают, выделяют транспортные средства. Опять же реклама прерывает ваш Вот так, доблестный да, спич да. на канале НВК Саха. Реклама.
Третья часть нашего прямого эфира «Не пропусти главное» с сотрудниками ГИБДД и с работниками общественного транспорта. И мы сразу принимаем телефонный звонок. Да, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Ковалевская Зинаида Михайловна. Имея автомобиль старого образца УАЗ 2002 года, детские автокресла не предусмотрены по конструкции машины. Не позволяет установка детских автономных автокресел. Извиняюсь. Спеццентров в городе по установке у нас в Якутске нет. Как быть нам? Вот выезжая на дорогу, у меня, допустим, 2 детей. Уже было такое, выписывают штрафы. А сейчас на 2 детей, ну, как понимаете, да? Вот как нам быть с этим? Ясно с этим вопросом. Хорошо. Спасибо. Кто будет отвечать? Василий Николаевич? По детскому, значит, удерживающим устройствам, да, или детским креслам, оно должно быть, ну, закреплен к сиденью автомобиля. Конструктивно не предусмотрено, говорят. Ну, там сиденье же, я думаю, есть сиденье. Крепеж? Нет, ну, у нее сиденье без самого сиденья нету крепления, я так понял, да? Но все равно должно быть вот детское удерживающее устройство закреплен неподвижно к сиденью. Можно добавить, Дмитрий, да? Автомобиль у вас, он, в принципе, заводом-изготовителем предусматривает, если сиденье у него старого образца, то бишь он должен купить сертифицированное, которое подходит к этой машине, от того же УАЗа. И поставить, у них есть ремни безопасности, ремни, которые оттягиваются, на них они свободно ставятся. Сильевич, поскольку вы, скажем так, как говорят у нас на Байконуре, начали проявлять активность, по улице Амусова, что там все-таки, какая ситуация? Ну, по улице Амусова у нас на данный момент у нас как бы движение в том же режиме и идет. Единственное, комиссии по безопасности дорожного движения города Якутска госавтоинспекция вышла с предложением сделать с улицы Орджоникидзе до проспекта Ленина односторонним. Ну, пока вопрос оставили открытым и обратиться к организациям, которые просчитают технические возможности это, и только после этого будут рассматриваться. Ну, здесь ни да, ни нет пока. Вот так. То есть чуть попозже, да? Чуть попозже, да. По оптимизации сети у нас все-таки набирают размеры, скажем так, улучшаются, может быть, где-то уходят. Конечно. А какая работа проводится? Ну, скажем, все жители города Якутска, конечно, наблюдают даже по уличной дорожной сети. Правда, город преобразился, да, и дороги стали пошире, проходимее, и, ну, с другой стороны, транспорта меньше не становится, да. Из-за этого вот Союз авто и говорят, что проходимость, может быть, затрудняется. Ну, конечно, в часы пик возможно, да, это мы, конечно, наблюдаем. Ну, в общем, конечно, работа, скажем, дорожными службами ведется, и мы, в принципе, сотрудничаем и работаем. С городом? Да, конечно. Болевых точек никаких нет? Ну, они бывают, конечно. Ну, вот как с новым режимом светофоров, помните? Вот, да, это было. Ну, опять вопрос пока открытый, до июля месяца 2016 года, ну, органы местного самоуправления, наверное, что-то там примут по этому поводу. Скажем, на сегодняшний день у нас есть решение суда, все же согласно нормативам ввести новый график, да, новый график режима светофора, отдельную фазу для пешеходов. Угу. И по телефонный звонок у нас, да? Говорите. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте. В общем, у меня вот такой вот вопрос. Вот недавно прозвучала такая вот ситуация по части маршрутных транспортных средств о выводе выхлопной трубы, да? Только я полного ответа не услышал по части этого. Это нарушает технический конструктив. Техрегламент. Понятно, технический конструктив. Самостоятельно, вот, допустим, человек, он будет выводить, это будет как-то регламентироваться по нормам, там будет выписываться какой-то штраф. Я так и не понял, разрешено это или запрещено это? Василий Николаевич.
Ну, по техническому регламенту любое вмешательство в конструкцию транспортного средства запрещается. То есть мы, в свою очередь, тоже выходили на ГОБДД и сертифицирующие органы по этому вопросу. Но сейчас в данное время вот запрещается вот выхлопные трубы. То есть прямой ответ запрещается? Запрещается. Ага. По системам видеонаблюдения и утреннем эфире от Льва Владимировича прозвучало, что систем подобных, которые стоят на Аюнского, Петровского, будет все больше и больше. Вот какие перекрестки будут охвачены подобными системами? Ну да, на сегодняшний день в рамках реализации республиканской программы профилактики правонарушений в основном перекрестке Петровского-Аюнского установлен комплекс, аппаратно-программный комплекс распознавания государственных регистрационных знаков. Да. Уже это вопрос, как бы уже все знают, данный по установке. Да, мы перекрестки выбираем таким случаями. Да. Именно в первую очередь смотрим аварийность, это аварийность, да, какие наиболее участки, и по магистралям, где больше нагруженности транспортных средств. То есть данный перекресток выбор не случайно. Данный перекресток охватывает два направления. Это Покровский тракт, да, по автодорожной в прямом направлении, и Вилюйский тракт. Ну, в будущем при соответствующих финансированиях, да, данные комплексы, да, действительно будут расширяться. Это будут участки какие-то такие, как Дзержинского, Лермонтова, например, да, Дзержинского, Пояркова и Дзержинского, Калица. Но здесь я хочу отметить, самое главное, это по состоянию аварийности. То есть, опять же, по, скажем так, по трафику и по качеству трафика, да? Ну, по состоянию аварийности, по данным исследований каких-то, наблюдений. Анализа концентрации дорожно-транспортных происшествий. Парконы. Парконы. Да, у нас с прошлого года заработали такие приборы, как Паркон. Это приборы выявления нарушений правил остановки и стоянки. Да. На сегодняшний день они работают, получается, да, по тем больным участкам, которые у нас есть. Это, конечно же, улица Кирова, напротив бизнес-центра, улица Амосова, улица Ярославского в две направления, кинотеатр Центральный, улица Курашова, да, получается, и авторынок Лера. То есть они работают? Да, работает. Будет ли расширяться, скажем так, зона их применения? Здесь также отмечу, да, именно выбираются те участки, где проблема на сегодняшний день стоит остро. На сегодняшний день выбраны такие участки, ну, конечно, будем расширяться, все это будет фиксироваться в автоматическом режиме и направляться. Режиссеры просят как бы уже потихонечку переходить к завершению. Я все-таки хотел бы поздравить с юбилейным годом, с тем, что наступил юбилейный год для госавтоинспекции. Я после каждой нашей встречи вот все те конструктивные предложения, которые фиксируются, то есть видео остается у нас. Вот насчет, кстати, конкурса для самых дисциплинированных водителей, возьмите реально на заметочку, полезная вещь, я думаю. Город должен знать, республика должна своих героев. Я думаю, что мы рассмотрим этот вопрос. Все-таки неплохая идея. Я тоже так подумал, что... Ну и внесем предложение, конечно. И что бы вы хотели всем участникам дорожного движения, буквально очень кратко? Ну, очень кратко. Успехов на дорогах, удачи, ну и здоровья в новом году. Что могу еще сказать? Ну, традиционно соблюдайте правила дорожного движения. А я от своего имени хотел бы все-таки пожелать с пониманием относиться также к деятельности инспекторов дорожного движения. Они все-таки стоят на страже нашей общей безопасности, любых участников дорожного движения, будь то пешеходы, будь то водители легковых, грузового и общественного транспорта. Так что концентрации сил, большой народной поддержки вам. Ну и, скажем так, все-таки 21 век на дворе. Я вот очень большие надежды возлагаю на подразделение, которое сегодня представляет товарищ капитан. Как вы сами оцениваете? Да, я тоже думаю, это будущее. Я всегда говорю, что будущее. Фото-видеофиксация правонарушений, контроль по организации движения, направлению движения, фиксация не только правонарушения, вообще анализ потока движения. Это все, конечно, будущее. Дальнейшая роботизация системы, скажем так, органов безопасности дорожного движения и, конечно же, представителям МРЭО и республиканского и городского все-таки улучшение качества, скажем так. Повышайте требования. В принципе, народ как бы поддерживает это. Она жаждет какой-то крепости какого-то, сталинизма, что ли, немножко, может быть, да? Жесткой руки какой-то, которая, ну, в первую очередь, конечно, появляется при
выдачи водительских удостоверений. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Не пропустите главное». И что остается еще сказать, поскольку тут режиссер говорит, что чуть раньше начал, скажем так, прощаться. Смотрите все выпуски нашей программы на нашем сайте nvk-online.ru. Буквально на завтра же вот этот выпуск передачи будет доступен для, скажем, просмотра в сети интернет. Еще раз всем удачи, здоровья в наше гриппозное время и оставайтесь на посту, скажем так, подольше, покрепче, понадежнее. Спасибо. Спасибо вам тоже.